2 апреля 1864 года в штабе российской армии парламентариям Убыхов, Шапсугов и Садзов категорически отказали в просьбе остаться на родине. Под воздействием ультиматума и бесперспективности дальнейшего сопротивления убыхский народ, проживавший от реки Хоста до реки Шахе, до конца апреля того же года покинул свою историческую родину и переселился в Турцию. 2 апреля 1989 года в Сухуми лидерами грузинских неформальных организаций Костава, Чавчавадзе и другими был проведен несанкционированный митинг, в ходе которого звучали призывы к забастовкам. Угрозы на митинге прозвучали из уст Костава, одного из лидеров националистического грузинского движения. «Мы устроим черный день кучки абхазских сепаратистов. Этим абхазам на самом деле не хватает угла. Пусть они на самом деле скажут спасибо, что живут на нашей земле. Они живут в Грузии, и всякие вопросы должны решать через грузинское правительство. Мы научим абхазов уму-разуму». 2 апреля 2002 года в Тбилиси в миссии военных наблюдателей в Грузии подписан протокол, предусматривающий вывод подразделений Министерства обороны Грузии из Кадорского ущелья. Протокол предусматривал вывод подразделений Министерства обороны Грузии из Кадорского ущелья до 10 апреля и возобновление с этого дня регулярного патрулирования верхней части Кадорского ущелья миротворцами и наблюдателями ООН. 2 апреля 2008 года глава МИД Российской Федерации Сергей Лавров заявил: «Москва серьезно подумает о признании Южной Осетии и Абхазии». Это заявление было сделано в результате обращения Госдумы к руководству России с предложением рассмотреть вопрос о целесообразности признания независимости Абхазии и Южной Осетии. 2 апреля 2010 года в Сухуми в Центральном выставочном зале Союза художников Абхазии состоялось открытие выставки «Россия-Абхазия. 200 лет вместе». Выставка организована при содействии правительства Республики Абхазия, правительства Москвы и Государственного информационного фотоагентства АРТФ. 2 апреля 1935 года родился Альберт Тополян, герой Абхазии, общественный политический деятель. Выпускник Ереванского государственного медицинского института, работал кардиологом Сухумской городской больницы номер 2 имени Шервашидзе. В 1990 году создал армянское культурно-благотворительное общество «Крунг». Затем был избран депутатом парламента Республики Абхазия, заместителем председателя Верховного Совета Республики Абхазия. Во время грузино-абхазской войны сформировал 2 армянских батальона в составе вооруженных сил Абхазии. Я, Тополян Альберт Гаспарович, гражданин Республики Абхазия, вступая в ряды ее вооруженных сил, принимаю присягу и торжественно клянусь быть дисциплинированным, храбрым. Послевоенный период Альберт Тополян работал вице-спикером парламента, вице-премьером правительства. Основал благотворительный фонд «Тополян Альберт Гаспарович», который и возглавляет по настоящее время. 2 апреля 1968 года родился Зураб Чалокуа, герой Абхазии. С первых дней войны в рядах абхазского ополчения сражался на Восточном фронте в составе Ткорчальского батальона. Принимал участие в боях на БМП, отбитой у врага. На счету у экипажа немало уничтоженной бронетехники и живой силы противника. При штурме села Цагера в сентябре 1992 года БМП подорвалась на вражеской мине. Экипаж по приказу командира покинул машину, а сам Чалокуа продолжал вести бой с врагом, пока от огня артиллерии БМП не сгорела окончательно. В ней сгорел заживо и Зураб Чалокуа. За последние 10 лет в день 2 апреля самая высокая температура была зафиксирована в 2015 году. Это 19 градусов. Самая же низкая в 2012 – 6 градусов.